Экс-президент США запустил собственную соцсеть. Японский стартап нашел способ использовать энергию тайфунов. А якутская спортсменка Анастасия Диадорова осваивает бионические протезы. В эфире обзор новостей из мира IT. Всем привет и погнали! Что может объединять Дональда Трампа и Владимира Ильича Ленина? А вот и не угадали. Трампистская правда. Экс-президент США запустил собственную соцсеть и назвал ее так же, как газету, основанную Лениным. В США появилось свое издание под названием «Правда». Но издает его не центральный орган КПСС, а Дональд Трамп. Бывший президент Соединенных Штатов объявил о запуске соцсети под названием Truth. Как заявлено на главной странице ресурса, он будет бороться с опасным поворотом Америки влево и станет площадкой для открытого и честного общения без цензуры и дискриминации. Пока пользователям доступна только страница для регистрации, но в будущем, согласно анонсу, на сайте разместят блоги, аналитические статьи, форумы и видео. Полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Сам Трамп написал следующее: «Я создал Truth, чтобы противостоять тирании больших технологических компаний. Мы живем в мире, где Талибан широко представлен в Твиттере, а вашему любимому президенту заткнули рот». Миллиардер пообещал вскоре опубликовать первую порцию правды. Ведущие соцсети заблокировали Дональда Трампа вскоре после беспорядков в Капитолии 6 января. Президента тогда обвинили в подстрекательстве демонстрантов к захвату здания. Тем временем уже известная всем нам соцсеть сменила название. На смену Facebook приходит Мета. Марк Цукерберг объявил о глобальном ребрендинге. Создатель Фейсбука Марк Цукерберг в четверг объявил, что проведет ребрендинг компании. Теперь она будет называться Мета. Глава IT-гиганта, выступая на ежегодной конференции Connect, заявил, что новое название отражает нацеленность корпорации на развитие дополненной и виртуальной реальности в рамках концепции метавселенной. Цукерберг подчеркнул, что прямо сейчас бренд слишком тесно связан лишь с одним продуктом компании, что не позволяет в полной мере представить другие приложения и технологии. Новости о ребрендинге пришли на фоне серьезного кризиса, в котором оказался Facebook. Его критикуют за недостаточную модерацию контента и контроль за алгоритмами, а в начале октября в работе соцсети произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Идем далее. Финские ученые научились выращивать кофе в биореакторе. И, по их словам, вкус и аромат похожи на традиционный напиток. Когда искусственно выращенный кофе сможет попасть на прилавки магазинов? Расскажем сейчас. В этой лаборатории, пожалуй, нет ни одной песчинки, но здесь занимаются земледелием. Ученые Центра технических исследований Финляндии выращивают кофе в пробирке. Это позволило пропустить кропотливые процессы возделывания плантаций и сбора урожая. Вместо этого выделили из растения кофейные клетки и вырастили их в биореакторе. Получилась белая биомасса. При обжарке она приобретает характерный для кофе цвет и аромат. Правда, вкус, признаются исследователи, пока не совершенен, но он сильно похож на традиционный напиток. В кофе присутствует заметный аромат. В зависимости от степени обжарки он может быть фруктовым, немного растительным и, что удивительно, даже медовым. Благодаря кофе в пробирке в будущем можно решить массу проблем, утверждают авторы проекта. Прежде всего, это забота об экологии. Не потребуется вырубать леса под новые плантации. Да и к тому же сельское хозяйство в лаборатории предсказуемо. Здесь не имеет значения время года и не сказываются последствия глобального потепления, а значит нет рисков лишиться урожая и огромных прибылей, учитывая высокий спрос на кофе в мире. Культивирование в биореакторе – это полностью замкнутая и закрытая система. Она не подвергается загрязнением. Вам не нужны пестициды, скажем, для защиты от вредителей. Вам не нужны излишки удобрений и тому подобное. При этом можно повторно использовать питательную среду в реакторе. Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, новый кофе должен пройти многочисленные проверки на безопасность. Ученые рассчитывают, что уже через 4 года кофеманы в Европе и США смогут оценить результаты их работы.
Оказывается, сильный ветер способен не только разрушать, но и пойти на пользу человеку. Японский стартап нашел способ использовать энергию тайфунов. Далее о том, как с помощью науки удалось подчинить мощь стихии. Японский стартап надеется, что сможет использовать энергию тайфунов и тропических штормов для выработки электроэнергии и тестирует эту концепцию в префектуре Окинава и на Филиппинах. Компанию Chilean Energy ее генеральный директор Ацуши Симидзу основал через 3 года после катастрофы на Фукусиме. Тогда он решил найти альтернативный и устойчивый источник энергии. Хитрость, по его словам, заключается в использовании вертикальной турбины. Вертикальная ось позволяет не зависеть от направления ветра. Такой системой, в отличие от пропеллера, можно в определенной степени безопасно управлять даже при сильном ветре, не упуская контроля. Это основная концепция вертикальной ветряной турбины «Магнус». В Японии большая часть возобновляемых источников энергии приходится на солнечную. Только в последние годы правительство начало вкладываться в технологии, использующие силу ветра. В последние десятилетия японское метеорологическое агентство сообщило, что в стране в среднем происходит 26 тайфунов в год. Штормы, по словам метеорологов, становятся все более частыми и мощными в связи с изменением климата. Не отстают от японцев и чилийцы. Южноамериканцы учатся сохранять воды по-индийски в искусственных ледниках. Группа ученых работает над проектом «Нилус», чтобы в ближайшие годы обеспечить влагой засушливые регионы. О необычном подходе в решении глобальных проблем. Прямо сейчас. На вершинах гор Анд в Чили создаются искусственные ледники. Это местные ученые разработали план по смягчению последствий изменения климата и сохранению водных ресурсов в регионе. Для проекта под названием «Нилус» специалисты используют технологию, разработанную в Индии. В Гималаях давно научились сохранять воду от зимних дождей для засушливых летних месяцев. Резервуарами становятся огромные глыбы льда. В Чили способ также уже опробован в районе ледников, которые окружают вулкан Кахона, объяснил инженер Роберто Лара. Что мы делаем, так это берем воду, в этом случае, например, в парке Аренас, где мы создали первый прототип, и направляем немного ниже, чтобы во время спуска вырабатывалась энергия, которую мы затем можем использовать, чтобы распылять воду в воздухе. И ночью, когда здесь ниже нуля, она замерзает. Цель ученых состоит в том, чтобы в следующем году сохранить 100 миллионов литров воды в 50 ступах, конусообразных конструкциях. Воду с гор можно будет доставлять вниз по склонам в местные общины. Чили, крупнейший в мире производитель меди и экспортер сельскохозяйственной продукции, уже много лет страдает от сильной засухи. Исследователи и климатические активисты предупреждают о дальнейшем таянии ледников, особенно в центральной части страны. Заслуженный мастер спорта России якутянка Анастасия Диадорова осваивает бионические протезы. Руки помощи появились у девушки совсем недавно, но уже стремительно вошли в жизнь спортсменки. Далее о том, как работают девайсы и о процессе знакомства с протезами. Пропылесосить квартиру, передвинуть стакан или обменяться с другом рукопожатиями. Протезы открыли Насте совершенно новые возможности. Бионические руки появились всего месяц назад, но уже подарили эмоций на годы вперед. Конечно, протез не передает тактильных ощущений, но даже вот осознание, наверное, того, что я могу это сделать, это очень кайфово, вообще очень прикольно. Протезы работают от сокращения мышц. Датчики улавливают импульсы и реагируют на них определенными движениями. В программе всего 36 хватов. С их помощью можно делать разные комбинации. Например, взять крупный предмет или взаимодействовать с более мелким ручкой или мышкой. И вот, например, сейчас я сокращаю бицепс, то есть кисть закрывается, когда я сокращаю трицепс, она открывается. Вся сложность в том, чтобы научиться отдельно сокращать эти мышцы. И, например, когда я беру стакан, я отключаю кисть, потому что я пока не могу, не напрягая мышцы, переносить, потому что все равно это, какой-никакой вес. Я надеюсь, что со временем я смогу научиться не сокращать эти мышцы при переносе каких-либо предметов.
Два протеза, каждый весит около 2 килограмм. Они заряжаются от обычной розетки. Аккумуляторов хватает на 2 дня активного пользования. Насте пока сложно управлять 2 девайсами одновременно, но каждый день она тренируется. Осваивая новые приемы, раскрывает потенциал протезов. Ведь именно их практичность и привлекла Анастасию. Вот сейчас я ношу только правую руку, потому что мне так удобней. В общем, и в целом, наверное, больше для жизни они мне нужны, нежели чем для спорта. Вот я, например, стараюсь там кушать с протезами и так далее. Конечно, это я умею делать без него и намного быстрее и комфортнее, но я стараюсь максимально применять, скажем так. Вот, даже в уборке применяю. Удобно доставать до труднодоступных мест. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И в продолжение темы робототехники компания Boston Dynamics в честь юбилея выхода альбома британской рок-группы The Rolling Stones выпустила видео. На нем 4 робота-собаки Spot копируют движения музыкантов. Move Like Jagger от робопсов легко. Четвероногий робот-собака Spot от компании Boston Dynamics умеет двигаться как Мик Джаггер. Это он доказал в видео на песню «Start Me Up», приуроченном к 40-летию выхода альбома «Tattoo You». В нем Spot танцует и поет при помощи руки манипулятора синхронно с фронтменом коллектива, а еще 3 робота повторяют движения остальных членов группы – Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уотса. Ветераны британского рока Rolling Stones ведут концертную деятельность с 1962 года. С тех пор они отыграли 40 живых туров, а также стали единственным коллективом, чьи альбомы занимали первые строчки британских чартов на протяжении 6 десятилетий. А робот Spot, помимо того, что музицирует с рок-легендами, также уже нашел себе немало областей применения в промышленности. Аппарат, поступивший в продажу в прошлом году по цене $74,5 тысячи или почти 5 300 000 рублей, может автономно проводить инспекцию труднодоступных объектов и собирать данные. По информации Boston Dynamics, один такой робот сейчас работает на заводе Ford, а еще один занимается инспекцией нефтяных вышек для компании BP. Вы смотрели новости IT. Если видишь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если смотришь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!